Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Встреча либо знакомство, которые повлияют на вашу жизнь. Посмотрим, с кем, когда и какое влияние на вас, на вашу жизнь окажет. Загадайте, пожалуйста, на себя. Также вы можете назначить свои временные рамки. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. У вас, кстати, много всего тут навыпадало. И прежде чем я начну трактовать песок, я хочу посмотреть на вас. Кто вы, в каком вы состоянии? Мне тут показали про других людей, а про вас практически ничего не показали. Опять же, это будет как маленькая предиагностика, вы поймете про вас, для вас, или переходить на другие видео, на другие каналы. Итак, кто вы, в каком вы состоянии? Интересная карта идет. Ух ты. Ну что, неплохо. Очень даже и неплохо. Так, кто вы? Алхимик. Вы очень интересный человек. Вы знаете, у вас сила есть. У вас знания есть. У вас возможности есть. Таланты у вас есть. Способности. Да вы просто гениальны. Да, в себе этого не замечаете. Кто-то из вас, в поиске, да, вы в поиске себя, в поиске своего предназначения. Путь к лаврам не такой простой, как может показаться с первого взгляда. У кого-то отыграется, что у вас сейчас какая-то гениальная идея, вы в процессе ее реализации. Все правильно делаете. Да, не спешите, правильно, не спешите. Здесь нужно с умом подойти к той возможности, либо к тому желанию, которое вы пытаетесь реализовать. Люди, по большей части, считают вас человеком закрытым. Вы не привыкли себя на показ выставлять, вы этого не любите, о себе не любите говорить. Но стоит с вами поближе познакомиться, либо подружиться, и даже самый глупый человек понимает вашу уникальность. Умный головой понимает, глупый ощущает, да, что вы совершенно какой-то другой человек. Энергетика у вас другая, мысли у вас прям такие здоровые, правильные мысли. К вам вообще люди тянутся. Только вы не готовы всех принимать в свою жизнь. Вообще вам больше нравится какое-то одиночество, либо какой-то узкий круг людей, которых вы хорошо знаете, кому вы доверяете, с кем вы можете расслабиться. Сразу хочу сказать, да, знакомых может быть много, но вот прям кого вы считаете своим человеком, совсем мало таких людей. Так, жизнь у вас непростая, неспокойная, много гадостей вам делают. Либо вы воспринимаете человеческую глупость за гадость. Да, прям сложно все это наблюдать, сложно в этом жить. Да, принимать вы точно не принимаете. Вот поэтому, скорее всего, вы людей и сторонитесь. Вы, кстати, способны к тому, чтобы других обучать, да, способны к тому, чтобы чувствовать людей. Вы их чувствуете, да, вы вот для себя сразу делите, где хороший человек, где плохой. Вы можете помогать людям своими советами, своими знаниями, а кто-то своими талантами. Понятно, что вы все разные. Просто вы этого не хотите. В данный период жизни вы этого не хотите и не готовы этим заниматься. Но в будущем у вас будет
именно ваша реализация, помощь людям, подсказки людям, либо вы даже, может, как коуч, наставник, да, будете давать какие-то уроки. Вам есть чем поделиться, есть. У вас, кстати, какая-то отметинка есть на теле, какая-то родинка необычная, либо родимое пятнышко, либо шрамик какой-то необычный. Вот как высшие силы вас пометили. Вы простите за это слово, но вот как отметочка на вас есть. Если родинка, не удаляйте. Нет, не удаляйте. Это знак. Если вы удалите, он появится заново. Да? То есть попросту потратите время, еще расстроитесь. Это именно отметина, ваша отметина. Так, что с вами сейчас происходит? Дел очень много. Дел, забот, решения каких-то хвостов, да, что-то из прошлого всплывает, за кого-то вы вынуждены что-то делать. А кто-то из вас прям действительно в такой горячей паре. Работа, заработки, может быть, даже какая-то сверхзадача по своей реализации. Да, вот прям все у вас горит, все у вас летит, и вы пытаетесь везде успеть. Усталость чувствую вашу, нехватку часов в сутках чувствую, прям злитесь вы, почему 24 часа, мне не хватает, мне нужно больше. И почему-то помощи рядом нет. А если кто-то пытается помочь, то человек не помогает, а как наоборот вредит. Вот. Трудно, а вам сейчас трудно. Активная пора у вас сейчас в жизни. Так, еще какая-то у вас грусть. Грусть по поводу личного. Личная жизнь, любовь. У кого-то нет отношений. И вы смотрите на мир, вы смотрите на других людей, и вам грустно. Потому что вы хотите, вы готовы любить, дарить свою любовь, но нет достойного человека рядом. А у кого-то отыграется, что вы уже любите, о ком-то думаете, о кого-то вспоминаете, может быть, ждете от этого человека каких-то шагов, весточек. А вот как-то в данный период времени, прям совсем грустненько у вас. Я не вижу тут счастья, веселья, удовольствия от жизни, именно от отношений. Этого нет. Скорее грусть идет. Грусть и как сожаление, либо ожидание. Да, у кого-то и сожаление, и ожидание. Ждете. Такая пора ожидания. Так, если вы себя узнали, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите мою отсыпку. Если совсем не про вас, переходите на другие видео, на другие каналы, не тратьте время. Так, с кем будет встреча, с кем будет знакомство? Здесь много встреч с людьми, которые, знаете, как винтики в механизме. То есть каждый по-своему на вас повлияет. Либо от каждого человека вы что-то свое возьмете. Но цельной картины пока нет. Так как приходящие и уходящие люди. Но каждый оставляет свой след. Встреч много, знакомств много. Но так, что прям зацепило, торкнуло, либо как-то повлияло на вашу жизнь, я не вижу. Не вижу. С левой стороны здесь какой-то человек из прошлого всплывет. Причем всплывет дважды. То есть он один раз появится, мелькнет перед глазами, либо что-то вам напишет, скажет. А потом, не увидев вашу реакцию, какой-то более конкретный выпад в вашу сторону сделает. Да? Может, там что-то предлагать будет, либо там на разговор вас позовет. Но к этому человеку у вас уже все потухло, остыло. Вы уже не питаете иллюзий. Будь то любовь, будь то дружба. Уже как-то скептически смотрите на этого человека и думаете, не хочу на тебя тратить время. Вот. И этот человек, он прям с таким напором идет в вашу жизнь. У человека будет огромное желание вернуться на свои позиции, либо утраченные позиции. То есть если вы были вместе, опять стать парой вам. И если вы дружили, опять с вами подружиться и опять, может быть, как-то пользоваться этой дружбой. Но нет, вы уже не хотите, вы уже не настолько наивны, и вы уже больше топите за себя. Извините, такая правильная уже у вас позиция. Да и плюс вам некогда. Некогда ни разговаривать, ни общаться, ни мечтать, как говорится, с этим человеком. Так, это мы посмотрели самое ближайшее время. Прям ближайшие 2-3 недели. То есть ничего серьезного. Вы одна, у вас тут в голове запара,
куча мыслей, куча дел, да, вообще как-то сфокусированы на работу, на дела, на решение каких-то вот серьезных задач и вопросов. Чуть подальше у вас идет знакомство через человека, то есть вас кто-то познакомит, знаете, как подведут, познакомят, представят. У одних отыграется с целью вас, ну, действительно развлечь, да, найти вам пару, а у других отыграется какое-то очень полезное знакомство. Как бы либо с кем бы вас там не знакомили, все равно это знакомство вам все-таки обернется как полезное, да, полезное для вашей ситуации, для вашей проблемы. А если знакомят именно вот для того, чтобы решить вашу проблему, просто чудесно. Человек справится со своей задачей, и вам прям стопроцентная помощь идет от этого человека. Такое знакомство. Так, с левой стороны. Но если у вас проблемы со здоровьем, смотрите, кто страдает по здоровью, неважно какая проблема, вот есть проблема. Знакомство с человеком, который может поделиться очень классной информацией, либо поставить правильный диагноз, ну, если это доктор, например, что вам очень-очень поможет. То есть, в принципе, вы, возможно, знаете все про вашу проблему, но она почему-то не решается. Да, вы там употребляете медикаменты, может быть, там травами лечитесь, как дополнение, может, как и основное. Но вот не помогает. Не помогает. Здесь помимо вашей основной проблемы есть еще какая-то сопутствующая. И их нужно лечить вместе, вкупе. И вот этот человечек вам подскажет, расскажет, научит, пропишет, полечит, да, решит ваш вопрос, решит вашу проблему. Еще у меня вышел какой-то родственники. Люди, с кем вы в родстве, но как-то не очень общались, либо не очень даже как знакомы с этими людьми. Но прям, чтобы вы общались, чтобы вы родычались, я такого не вижу. Вот эти люди о вас вспомнят, и эти люди будут вас искать. Эти люди, у них есть возможность вам, например, помочь, либо что-то для вас сделать, либо у них какая-то задача вам что-то отдать, передать, может быть, даже какое-то наследство там вам где-то выпало, а вы об этом не знаете. А они люди честные, они люди порядочные, либо человек, да, если кто-то один. И человек прям совесть мучает, думает, ну надо же найти, нужно же поделиться, нужно же отдать. Они, либо он искать вас будет с благой мыслью и вам что-то давать, передавать, тоже благая мысль идет. Хорошие люди. Ну, плохо, что вы не общаетесь. Может быть, после этой ситуации вы начнете общаться. Ну вот прям и дадут, и вы прям поверите, да, что вы не одна, например. Да, может быть, там ближний круг родственников так себе, а вот эти дальние, малознакомые, кажутся просто замечательными людьми, похожими на вас. И вы прям будете удовольствие получать, когда будете с ними общаться. Так, еще крестик у вас на кого-то вышел. Крестик. Но у одних отыграется, что вы, возможно, будете посещать кладбище, либо какие-то поминки будете посещать. И там с какой-то женщиной познакомитесь. Женщина именно вышла. Женщина очень ресурсная и женщина, которая может для вас какую-то дорогу открыть. Дорогу, либо дверь какую-то вам открыть. Но опять же, да, сомнительное мероприятие, если это кладбище, либо поминки, но тем не менее. То есть она такая худая, высокая, и она для вас вот дорогу открывает, дверь открывает. То есть разговор с этой женщиной, знакомство с этой женщиной может вас очень серьезно продвинуть к вашей цели, либо то, что вам казалось недоступным, станет гораздо ближе, потому что она может содействовать. Это как полезная связь идет, да, полезное знакомство. Но опять же, да, сомнительное мероприятие. У других отыграется, что человек, на которого вы рассчитываете, либо думаете,
ну, как выбрали себе, да, может, симпатия у вас с этим человеком, и вы думаете, о, хороший мужчина, надо брать, да, вот появится женщина, которая вам откроет на него глаза, то есть скажет, что, а вот ты знаешь, он там многоженец, он там Казанова, у него там долгов, как Шелков, у него там криминальное прошлое, да, ну вот какую-то информацию расскажет, и у вас сразу выход из этих отношений, то есть как отрезвление и одно желание бежать как можно дальше от этого мужчины, как предупредит, да, поменяет вашу судьбу, поменяет ваше будущее, чтобы вы не попали в беду с недостойным вас мужчиной, а, как говорится, вышли сухая из воды. Так идет. Вы эту женщину воспримете очень адекватно. Вот что бы она ни говорила, что бы она ни делала, вы ей поверите, потому что женщина, я так понимаю, что может доказательства предоставить, либо там достаточно аргументированно будет с вами беседовать. И вы этой женщине будете благодарны за то, что она вас вовремя, как говорится, предупредила, открыла вам глаза. Ну, опять же, будете благодарны, если эта женщина, например, вам помогает, либо куда-то вас там зовет, приглашает, добивается для вас чего-то, да? То есть как бы благодарность идет, с правой стороны женщина вышла. Так, а с левой стороны, чуть попозже, чем вы, например, загадали, и это уже у нас идет отдаленное будущее. Смотрите, какой прекрасный мужчина на достаточно бодром жеребце. Мужчина влево смотрит. То есть вы его еще не знаете, вы с ним еще не знакомы. Либо вы знакомы, но лично не встречались. Ну, такое бывает, когда люди знакомятся в интернете по переписке. Ну, мужчина на коне, то есть он и при деле, и при возможностях, и, как говорится, рыцарь, да, рыцарь. По возрасту этот мужчина либо как вы, ну, либо чуть помладше. Опять же, может отыграться, что мужчина более наивный и ведет себя как ребенок, да, поэтому кажется, что он младше. Но, тем не менее, достойный кавалер, и идет прекрасное знакомство. Знакомство у вас идет случайное, да, вот говорят, ну, ничего не предвещало, и тут трах-бах познакомились. Знаете, как мне идет? Мне идет, что вы то ли как-то столкнетесь, то ли в какую-то ситуацию вдвоем попадете. Ну, такое бывает, да, вот люди, например, ну, вот самый банальный, да, где-нибудь там в очереди стоят и разговорились, либо вместе в лифте ехали, лифт застрял, да, там, либо остановился, либо они, ну, не знаю, одно и то же делают, да, либо, может быть, в одно и то же место одновременно пришли. То есть идет вот случайность встречи, случайное знакомство. Сразу вижу, что симпатия у вас к этому мужчине и у мужчины к вам симпатия. Живой интерес. Знаете, как будто бы почувствуете что-то вот родное, близкое. Не могу сказать, что прям влюбитесь там с первого взгляда. У кого-то, кстати, так и отыграется. Но интерес, симпатия, вот они сразу зародятся. Единственное, что меня, конечно, смущает, это то, что над вами много птиц. Но птица — это информация, это переписка, это общение через письма, через сообщения. То есть встреча у вас идет лично, знакомство лично, а потом у вас почему-то переписка идет. Вот этот мужчина вас будет эмоционально вытягивать с ваших проблем. Он будет вас отвлекать от вашей усталости, от ваших каких-то, ну, невеселых мыслей, назовем это так. И вы то же самое будете делать ему. То есть вас высшие сводят для того, чтобы вы не погружались в свои проблемы, не уходили с головой, например, там, в работу, в дела, а чтобы вы развлекались, чтобы вы отвлекались, чтобы вы все-таки жили, понимаете? Вот так идет. Кстати, если меня смотрит девушка, женщина, кто в паре, в браке, и, ну, супруг, например, не очень вас устраивает, то вам будет дан шанс с этим мужчиной, у вас как-то идет любовная связь, так как любовники, а потом уже как решение, например, быть вместе. То есть, ну, например, вы боялись уйти из отношений, вы думали, ну вот я одна там с детьми, что я буду делать, там не потяну. И тут вот прекрасный мужчина на коне
который говорит, ну, я не против, да, давай я тебе помогу, давай вместе, давай семью. То есть возможность поменять партнера, причем, как говорится, худшего на лучшего. Так идет. Если отношений у вас нет, ну, тогда вы будете развлекаться. Вы долго будете любовниками. Вы, ну, действительно, как таблеточки счастья друг для друга. Будете друг друга принимать регулярно, да, и будете счастливыми ходить. Ну и потом уже как решение, что делать дальше. Эти отношения, они мне идут в долгую. Какими бы они ни были, с чего бы они ни начались, они идут мне в долгую. Долго вы будете вместе общаться, встречаться, а потом у вас будет час X, когда нужно будет принимать решение. К сожалению, на этом обрывается моя отсыпка. То есть ваше будущее еще не предрешено вот именно с этим мужчиной. Но то, что вы будете встречаться, общаться, любовниками будете, это 100%. А потом уже будете решать, стоит ли вам быть вместе, не стоит вам быть вместе. Тем более я вот вижу, у вас лошадка, видите, какая идет. Вот прям птица несет вам лошадку. Но это какое-то предложение по работе, на работе. Может быть, бизнес даже свой, да? То есть, когда у вас любовная сфера, вот ощущение счастья, вот оно прибудет, у вас и с работы, видите, как все налаживаться начнет. То есть как бы и по работе предложения пойдут, и деньги пойдут, и возможность заработать появится, и себя реализовать появится. То есть, видите, в паре ходят деньги и любовь. Всегда ходят в паре, у них энергетика похожая. Вот и у вас так выходит, мои хорошие. Знаете, вы в будущем будете так и думать, что вам этот мужчина принес удачу. Вот с его приходом в вашей жизни появилась удача. Удача вот именно по финансам. А он будет думать то же самое про вас, что с вашим приходом у него как дела в гору пошли, либо у него там поле возможностей расширилось. Но вы такие интересные, пара вы интересная. Ну тут по судьбе вам встретиться, по судьбе вам познакомиться, по судьбе вам друг другу счастье подарить. Вот так мне идет. Счастье в любви, счастье в отношениях. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.